Здравствуйте. Вот уже второй день сидим дома. Сидим на карантине, работаем дома. Но, к сожалению, просто сидеть дома никак не получается. Все-таки надо и в магазин сходить. Или в аптеку тоже некоторым. А некоторые вообще работают еще. Потому что без продуктов мы не можем. Без аптеки мы не можем. Аптечные маски, они одноразовые. Вот я хочу сейчас показать, как можно делать многоразовые маски, чтобы можно было их постирать, погладить и снова с ними пользоваться. Я уже сегодня на первом видео показывала, как делать выкройку. Как делать выкройку. Вот у меня уже сегодня готовая выкройка. И что я с ним буду делать? Я беру хлопчатобумажную ткань. Она у меня, к сожалению, тонкая, поэтому я хочу сделать трехслойным. А если нормальная, более-менее как-то потолще, если вот эта вот ткань, то можно двуслойную сделать. На этот материал я в 4 слоя его положила. Накладываю свою выкройку, обвожу ручкой. Она у меня здесь уже готовая, обведена. И потом вырезаю по этой линии. Оставляя вот линии где-то 0,5-0,7 сантиметров. Вот у меня получились вот такие вот. Четыре штуки коротеньких и две штуки длинные. Теперь я беру вот 4 заготовки. И прошиваю верхушки. Четыре прошила, и теперь 2 еще прошиваю. Вот теперь после этой прошивки нужно вот здесь вот сделать вот такие нарезки, не доходя миллиметр где-то до края прошивания. То есть вот этой линии прошивки мы где-то не доходим 1 миллиметр. Вот такое у нас получилось. Так, получилось у нас следующее. Вот такие вот штучки. Нужно вот эти вот прошивки прогладить. Вот я так прогладила.
Это вот прогладила здесь 2 штучки, здесь 4 штучки, тоже прогладила. Вот теперь нужно соединить двойную заготовку и где 4 слоя. Вот их мы сейчас соединяем. Одну сторону прошили, теперь вторую сторону. Вот у нас получилась вот такая вот штучка. Так, теперь хочу еще напомнить, что вот здесь мы, видите, вот здесь вот прорезали и прогладили. Но в принципе вот это вот, можно даже этого не делать, если есть у вас оверлок. Просто его прострочить оверлогом. У меня есть, конечно, оверлок, просто я хотела показать, потому что не у всех оверлок есть, как можно сделать без оверлога. Так, ну я все-таки сейчас вот пользоваться буду оверлогом, вот эти края обработаю. Вот. Теперь у нас получилась вот такая вот штучка. Его нужно теперь перевернуть таким образом. Вот мы все закрыли. Теперь у нас получилась вот такая вот штучка. Вот она. Ну, естественно, его нужно прогладить. Его нужно прогладить. Так. Его нужно прогладить. Вот тогда у нас проглаженные уже вот готовые у меня есть. Я сейчас на этом теперь буду работать. Вот у нас проглаженная заготовка. Теперь нужно, вот здесь вот видите, у нас 2 штучки, они были длиннее. Это для того, чтобы мы могли вот здесь вот прошить для резиночки. Мы его вот так вот поворачиваем, таким образом. И теперь прошиваем, сделаем. Так.
другую сторону тоже. Также прошьем. Так, ну, здесь завязывать нужно, чтобы не распустилось. Завяжем. Вот такая вот штучка получилась у нас. А теперь нужно взять резиночку. Так, резиночку, булавочку. Закрепить надо булавочкой резинку и пропустить через эту дырочку. Одну пропустили, теперь вторую пропустим. Так, теперь нужно соединить вот эти вот концы резинки. Мы его зашьем. Второй тоже нужно соединить. Ой, 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 у меня вышло немножко, да? Сейчас мы достанем. Так. Так, нитки завязываем. Отрезаем. Точно так же здесь. Так. Точно так же здесь. Завязываем. Отрезаем. Так, теперь место, где соединили, сделаем так, чтобы ее не видно было. Проталкиваем сюда. Вот получилась у меня маска. Маска получилась. Вот таким образом мы его одеваем.
Запускаем за уши. Вот так вот. Ну, получилась у меня вот такая вот маска. Она закрывает везде. Пожалуйста, пока дома сидите, делайте для своих друзей, для детей, для внуков. И будьте здоровы!